Барлықтарыңызға қайырлы күн, сіздермен бірге мен Динара, и в этом видео я хочу поделиться с вами конструкцией «Я могу что-либо делать», «Я умею что-либо делать». В казахском языке нет отдельного слова «могу». В английском языке он есть, в русском языке он есть, а в казахском языке нет отдельного модального слова «могу». Но это слово мы образуем с помощью двух глаголов. Итак, обратите внимание на формулу этой конструкции. Глагол плюс суффиксы а, е, и краткое плюс аламан. И это означает «я могу что-либо делать». Мн – это «я», то есть это конструкция касательно первого лица. Я могу, я умею что-то делать. Попробуем сказать «я умею печь торты». Мен торт песере аламан. Вот так образуется это предложение. Теперь подробно. Здесь печь глагол песеру. Убираем у и добавляем либо а, либо е, либо и краткую. И здесь у нас есть правило. Если наше слово завершается на согласную, то мы добавляем либо а, либо е. Если наш глагол твердое по звучанию, то добавляем а если мягкое по звучанию, то добавляем е. Не песера, а песере, и плюс добавляем устойчивый глагол аламан. Мен торт песере аламан. Попробуем сказать «я умею кататься на коньках». Мен коньки тебе аламан. Коньки тебу кататься на коньках. Опять убираем у нас остается коньки тебе. Глагол мягкое. Значит, мы добавляем не а е. Мен коньки тебе аламан. И еще один пример. Я умею играть в шахматы. Мен шахмат ойнай аламан. Глагол ойнау играть. Убираем у нас остается ойна. А гласная. После всех гласных, вне зависимости от твердости, мягкости глагола, мы сразу добавляем и краткую. Мен шахмат ойнай аламан. А когда произносим быстро, оно звучит так. Мен шахмат ойнай аламан. Ойнай аламан. Попробуем поспрягать глагол шахмат ойнау по всем лицам. Например, я умею играть в шахматы, мы уже знаем. Мен шахмат ойнай аламан. Ты умеешь играть в шахматы. Сен шахмат ойнай аласың. Да, если мы говорим сен, то и в конце поменяем наше личное окончание на сын. Сіз шахмат ойнай аласыз. Ол шахмат ойнай алады. В третьем лице у нас, как в настоящем обычном времени, добавляется д и д. Это была утвердительная форма, то есть я могу, я умею что-либо делать. А как будет отрицательная форма? Попробуем сказать «я не умею печь торты». Мен торт песере алмайман. Видите, глагол аламан поменяется на алмайман. Первый глагол мы не трогаем, мы его образовали, добавили суффикс е, песере, меняем наш устойчивый второй глагол аламан на алмайман. Ты не умеешь печь торты, сен торт песере алмайсың. Также поменяется личное окончание на сын. Сіз торт песере алмайсыз. Ол торт песере алмайды. Запоминаем. Аламан, алмайман, аласың, алмайсың, аласыз, алмайсыз, алады, алмайды. Отлично. Попробуем сказать «я не умею кататься на коньках». Мен коньки тебе алмайман. Теперь нам нужно спросить, можете ли вы или умеете ли вы что-либо делать. Попробуем сказать «ты умеешь печь торты?» Сен торт песере аласың ба. Видите, в конце мы добавляем вопросительную частицу ба. Ты умеешь играть в шахматы? Сен шахмат ойнай аласың ба. То есть все как в утвердительной форме, только в конце добавляется вопросительные частицы ба. И третье предложение. Ты умеешь кататься на коньках? Сен коньки тебе аласың ба. Так же, как и в утвердительной форме, только в конце мы добавили вопросительную частицу.
Если вы хотите задать вопрос на «вы», вначале говорите местоимение «вы», «сіз», и в конце глагола меняете личное окончание. Например, вы умеете печь торты. Сіз торт пісіре аласыз ба. Сіз коньки тебе аласыз ба. Сіз шахмат ойнай аласыз ба. Попробуем теперь спросить, вы можете завтра прийти пораньше? Сіз ертең ертерек келе аласыз ба? Теперь помедленнее. Сіз ертең, вы завтра, ертерек, пораньше. Запоминаем слово ертерек, это пораньше. Келе аласыз ба? Глагол келю приходить. Убираем у нас остается кель. Глагол мягкое, а значит и суффикс будет гласным и мягким. Келе. И добавляем устойчивый глагол аласыз ба, вопросительную частицу. Попробуем сказать, вы можете мне завтра позвонить? Сіз маған ертең хабарласа аласыз ба? Сіз маған, вы мне, ертең, завтра. Хабарласу – это звонить, связываться. Убираем у нас остается хабарлас, мы добавляем а. Хабарласа аласыз ба. Если вы хотите сказать «да, я могу вам позвонить», «я мен сізге хабарласа аламын», или же «нет, я не смогу вам позвонить», «жоқ, мен сізге хабарласа алмаймын». Можете использовать слово «к сожалению», «өкінішке орай». «Өкінішке орай, мен сізге хабарласа алмаймын». К сожалению, я не смогу вам позвонить. Теперь вы хотите сказать, что не смогли что-либо сделать или не могли что-либо сделать. То есть ваше предложение будет не в настоящем и будущем времени, а в прошедшем времени. Здесь все так же, только глагол устойчивый аламын теперь будет алдым. Я вчера могла сходить в кино. Мен кеше киноға бара алдым. Если это было бы настоящее обычное время, то вы сказали бы бара аламын. А здесь у нас прошедшее время, поэтому будет алдым. Или же я вчера не смогла сходить в кино. Мен кеше киноға бара алмадым. Если вопрос, вы вчера смогли сходить в кино. Сіз кеше киноға бара алдыңыз ба. Надеюсь, это видео было для вас полезным. Барлықтарыңызға көп рахмет. Кездескенше.